Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с Динарой Бахчановной проводим вебинар на тему, которую я вам отправила на WhatsApp. Тема вебинара. Всем видно, слышно, да? Тема вебинара «Создание интерактивных уроков в онлайн-мектеп». Мое выступление. Второй қашықтықтан оқыту аясында оқушылардың білімдерін бағалауда қолданатын тиімді платформалар. Ағылшын тілі пәні мұғалімі Жұмажанова Динара Бахчановна. Сегодня мы проводим вебинар на одну из актуальных тем. Для начала я хотела сделать обзор своих уроков. Вы знаете, что функция по созданию интерактивных уроков была включена в онлайн-мектеп в конце второй четверти. Вот начиная где-то в конце декабря, январь, февраль, третью четверть я создала более 40 уроков. И все они были отправлены в каталог уроков онлайн-мектеп, где другие учителя могли пользоваться моими созданными уроками. Давайте мы сейчас сделаем небольшой обзор, как все это выглядит. Так, зайдем в раздел управления школой в КТП. Пока другие учителя собираются, небольшой обзор сделаем, уже дальше в практической части пойдем. Так, например, 5 классы. У меня 5-6 классы. Вот здесь, если мы сами создаем, получается, вот так выходит черным интерактивный урок. А урок Билюмлет зеленого цвета. Все видно, да? Сор и Сочи здесь. Так. Как он вообще сам интерактивный урок может выглядеть? Там несколько типов заданий. Так, возьмем, например, так, давайте мою вообразилию возьмем. Ой, это же не мой урок. Сейчас, вернее, извиняюсь. Так, дальше. Сейчас мой интерактивный урок. Вот так. Так, вот интерактивный урок мой. Интерактивный. А здесь моя вообразилие урок был 2 часа. Здесь 2 часа дается. Здесь тема, цель урока для детей, конспект по теме урока. Дальше у нас первое задание идет. Вы сюда можете вставлять видео или же изображение. И здесь у нас соотнесение задания дается. Вот так оно выглядит. Например, найдите соответствие глаголов и форм времени. Глагол настоящего времени, прошедшего и будущего по грамматической теме. Так, дальше. Прочитать текст. Тоже одно задание. Передать содержание не от имени Захадера, а от своего, то есть от третьего лица. И здесь несколько вариантов дается, выбирает один. Так, дальше. 3 задание. Прочитайте текст, определите написание не с глаголами. Здесь тоже я изображение поставил. Захадер с любимой собакой. Здесь один, тоже надо будет выбрать ответ. Так. Вот здесь сказку. Послушайте сказку Бориса Захадера «Кит и кот». Изображение или же видео можно не ставить. Можно сразу же текст поставить или же вопрос внести. Здесь вот несколько заданий. И 9 посмотрим. Вот у нас соотнесение, тоже иллюстрации к произведениям Захадера. Вот Винни-Пух и все-все. То есть линию проводите, вот можно так создать урок. И в конце того, как вы создадите урок, можно будет просто сохранить. Если вы сохраняете, тогда можно редактировать. Если сохранить и закрыть, тогда уже не сможете отредактировать. И предварительный просмотр можно своего урока посмотреть, как он выглядит. Обязательно предварительный просмотр делайте, так как иногда могут быть недочеты и так далее. Все задания можно будет посмотреть. Так. Вы знаете, что здесь каталог уроков в разделе для учителей. Вот каталог уроков, если возьмем за 3 четверть, здесь много уроков конкурсно дается за 4 четверть. Вы знаете, что с 5 апреля объявлен конкурс в онлайн-мектеп на лучший урок, на лучший интерактивный урок. Призовыми работами, призовые работы только 4 будут признаны, остальные будут получать сертификаты. Итак, мы сейчас с вами
для того, чтобы перейти к созданию урока, зайдем в раздел онлайн-мектеп, под раздел «Мои уроки». Но перед тем, как начать создание урока, я хотела, чтобы вы погрузились в эту атмосферу, посмотрели. Я сейчас вам отправлю в чат ссылку. Пожалуйста, пройдите по ней. По этой ссылке пройдитесь. Наряду с интерактивными уроками я иногда детям по WhatsApp стала отправлять вот эти с сайта презентацию. Тоже этот сайт одна из технических возможностей. Здесь несколько слайдов. Сориентировались, да? Здесь я пишу вот 7 апреля, раздел «Планеты и спутники», Солнечная система, цели урока. Здесь можете вы тут же сами ответить, например, догадайтесь по названию урока, о каких соседях пойдет речь. Вы можете отвечать у себя, если вы зашли. Сориентировались? Да. Получается у кого-то? Если отмечаете, у вас отмечается будет это, точка будет стоять. Дальше. Сколько планет? Здесь вот прослушайте текст, ладно, дальше не будем на нем зацикливаться. Здесь можете написать тонкий вопрос. Почему, значит, это толстый вопрос. Успеваете, да? Да. Так, дальше. 7 слайд. Здесь вот я записала словосочетание и спрашиваю вас, правда это или ложь. Это словосочетание. Значит, вы выбираете или правда, или ложь. И здесь последний слайд нажимаете, где резюме, и здесь вот ответы даются. Ну, я здесь не на все вопросы ответила на 6-м слайде, поэтому у меня 5 вышло. Сориентировались, да? Вот может создавать такую же презентацию, связанную с интерактивными уроками. Так, у нас время поджимает, поэтому, уважаемые коллеги, перейдем непосредственно тогда к составлению уроков. К этому чату можете потом попозже вернуться для себя. Заходим в «Мои уроки». Вот «Мои уроки» зашли. Всем видно, да? Слышно? Дальше интерактивные уроки. Заходите, вот здесь у вас будет стоять простой урок. Он всегда вот так, простой урок стоит. Нажимаете на него, выходит 2 окошка, интерактивный урок. Дальше здесь какой вам предмет нужен сами. Вот у меня русский язык выходит, класс 6 и создать урок. Выбирайте опять-таки русский язык, класс 6 класс, язык обучения казахский. Так как я работаю в казахских классах, я выбираю казахский язык обучения и тип урока интерактивный урок. Создать новый интерактивный урок. Вот у вас выходит вот такой шаблон. Бөлім тақырыбы, оқу мақсаттары. Я здесь заготовку сделала, потому что на составление одного урока иногда уходит 1,5-2 часа, потому что мы ищем там материалы, сопоставляем, выбираем лучшее, приемлемое. Поэтому много времени уходит для составления одного урока. Вот, записываю, так, тему я копирую, ставлю сюда строку. Так, дальше. Сегодня на уроке это то, что дети должны знать. То, что у нас в КСП мы там пишем сложные цели, это детям не обязательно. Они должны знать то, что сейчас будут делать на уроке, например. Вот сегодня на уроке. Здесь вот такие функции можно выделить жирным шрифтом. Так, здесь вот выделяем. Можно на цифры нумерацию поставить. Или же точки поставить. Вот эти вот функции работают. Здесь изображение. Вы можете сюда какое-нибудь изображение поставить. Или иконку. Так, ну вот эти можно все попробовать. Увеличивается размер, то уменьшается и так далее. Так, конспект.
Пока ничего не сохраняйте. Оно у вас не будет сохраняться, пока вы конспект и одно задание не составите. Так, конспект. Для конспекта мы берем видео, копируем. Видите, вот здесь вот лента стоит. Все увидели, да? Вот нажимаем ленту и правой стороной мышки вставляем и сохраняем. Если вы эти шаги не сделаете, оно у вас не будет сохраняться. Вот. Так, даже сейчас она не сохранится. Смотрите, я сохраняю. Вот сохранилась. Мне иногда бывает, что без одного задания, там хотя бы одно задание, говорит, включите. Вот смотрите, у вас здесь оно выйдет. Вот зеленым, успешно, ваш урок успешно сохранен, диктор. Теперь переходим к заданию, составлению задания. Смотрите, жаттығу түрін таңдаңыз здесь. Конспект у нас уже есть, ашмалы тізіммен жаттығу. Задание с выпадающим списком, бір дұрыс жауабы бар жаттығу, с одним правильным вариантом, бірнеше дұрыс жауабы бар жаттығу, с множественным выбором ответов и жұптау с отнесением. Так, мы сейчас с вами посмотрим, что же у нас было тут. Так, задание. Один правильный ответ. Значит, вопрос. Так. Выбираем с одним правильным вариантом. Так, и сюда же мы ставим ссылку на видео. Это заранее подготовила, чтобы время много не уходило. Так, также опять на ленту нажимаем. Мышкой ставим. Ох, не то. Сейчас, минутку. Вот текст на слушание дается. Задание будет, несколько заданий будет на понимание содержания текста. Мы сейчас пишем, сколько планет в Солнечной системе. То же самое, что я вам по чату отправляла. Так, задание сюда ставим. Так, послушайте текст. Там послушайте текст. Послушайте текст. Сколько планет в нашей системе. И дается, здесь файлы можете загрузить, но слишком много мне тоже не нужно будет информации. Например, здесь 4, здесь 8, здесь 15 возьмем. И здесь я отмечаю обязательно, как, если это здесь задание с одним правильным вариантом, я отмечаю один правильный вариант. И сохраняю. Так, дальше, следующее. Второе задание. Так, второе задание. Сейчас я посмотрю, что у нас тут. Множественный выборов ответов, диктор. То, что я сама решила подготовить. Так. Сейчас, минуточку. Тоже видишь, что и в первом задании. У нас появилось. Значит, вот так нажимаем вниз. И задание, записываем сюда задание. Какие из планет ближе к Солнцу? Вопрос такой. По содержанию текста ставим сюда. Какие из планет ближе к Солнцу? И несколько вариантов. Так, несколько вариантов. Например, Меркурий. Сейчас я сразу откопирую, чтобы потом там вырезать. Здесь пишем одну только планету на каждый ответ. Венера, Земля и Марс. Так, правильно. Сначала, чтобы не ошибиться, правильно делаем. И несколько неправильных. Например, Нептун. Нептун и возьмем Уран. Уран. Вот 2 неправильных и 4 правильных ответа. Сохранить. Можете здесь также сразу посмотреть, как будет выглядеть, но мы это в конце посмотрим. Так, дальше.
Следующее задание выбираем. Следующее задание на соотнесение. Жуктау. На соотнесение выбираем. Здесь уже дается текст. Прочитайте текст. Задание сейчас копирую, ставлю сюда. Можно выделить задание отдельно, вот, жирным шрифтом. Так. И вот такие по 2 окошка в каждом столбике уходят. По типам мы знаем, что и дети, и мы знаем, что есть толстые вопросы и тонкие вопросы. Теперь они должны будут туда записать. Вот мы выбираем так, толстые. Сюда сначала направо ставим толстые. И здесь тонкие вопросы. Тонкие вопросы. Толстые. Так, на заглавные буквы формат П. Вот, мешок. Так, дальше смотрим. Вот вопрос. Есть ли вода на планете Меркурий? Эти вопросы по содержанию вот этого текста. Для того, чтобы дети читали. Первые 2 задания они слушали текст, здесь уже читают. Значит, мы содержание должны тоже с ними, над содержанием должны поработать. Так, пока все вопросы мы сейчас скопируем, поставим. Чем покрыта Венера? Так, давайте сократим немножко. Так, теперь смотрите, здесь всего 2 типа вопросов. А вот эти, если они у вас будут пустовать, вот где нет слов, это задание у вас не сохранится. Поэтому просто ставим точку. Теперь смотрим. Если вода на планете Меркурий, мы знаем, что это тонкий вопрос. Нет воды. Так. Почему планеты кажутся нам разными? Это тип толстых вопросов. Дальше, чем покрыта Венера? Ой, 2 раз написал, да, чем покрыта Венера. Сейчас другой тогда копирую. Так. Почему на Венере нет жидкой воды? Копируем. Так, это у нас будет толстый вопрос. Вот сюда не введем стрелку. Просто нажимаем на эти кружочки. Чем покрыта Венера? Слоем там белых облаков, например. Вот. Вот так будет выглядеть данное задание. Сахтау. Обязательно после каждого вопроса сохраняйте, потому что если она много времени зайдет, придется обновляться, и вот этот вопрос, который у вас не сохранен, он исчезнет. Когда вы все закончите, ну, пока Айнал Туранче, вот смотрите, вы можете на конкурс отправить, там, соглашение, соглашаетесь на условия конкурса и так далее. Так, вот, успешно сохранен лектор. Так, дальше следующее задание. Так, я давайте сокращать начну некоторые задания. Хорошо? Потому что мы с вами не успеваем по времени. Так, следующее задание сейчас возьмем. Здесь вот соотнесите вопросы и задания. Точно так же будете ставить. Вот если вода на Меркурии, этот тех же они читают, потом 2 столбика ставите ответы, вопросы, и они опять же, как вот это задание будет. Задание с выпадающим списком, например. 5-е задание сейчас. 5-е задание. 5-е задание с выпадающим списком. Можно подсказку какую-нибудь поставить вот сюда. Можно вот так сейчас попробуем. Можете как изображение, ладно, взять. Вот. Изображение. И вопрос сейчас напишем. Определите. Дети сегодня должны понять, какая связь есть в словосочетаниях смысловая, грамматическая, и в этом плане уже они ориентироваться должны. Задание выделяем шрифтом. Здесь, видите, точки стоят, можно выделить эти слова. Я много не стала брать, 2 слова только.
Так, тоже загружать много не надо. И здесь несколько вариантов. Как они будут выглядеть, сейчас вы посмотрите сами. Копируем. Правильный вариант. Так. Вставляем на вторую строку. И на третью строку. Так, копировать. Так. Сохранить. Как все это будет выглядеть, какие задания с выпадающим списком. В конце мы посмотрим. Еще 5 минут, потом дальше уже Динара Бахчанина будет выступать. Вот, сохранилось, видите, и сразу же обновляйте, потому что когда много работаешь, приходится обновлять по несколько раз. И последнее задание, вот так, укажите падеж и так далее, там что у нас правильный вариант, на соотнесение с множественным и так далее. Да, вот еще можно будет вот такие знаки поставить. Задание. Так, давайте мы тогда будем завершать. Сейчас посмотрим. Одного жабу. Одного куру. Сейчас мы посмотрим, как будет выглядеть наш урок. Вот сегодня на уроке тема здесь записана, цель урока здесь, сабах мазмунан басастар, содержание урока здесь, конспект, видите, отсвечивается. Первое задание, послушайте текст, вот несколько вариантов дается. Так. Несколько вариантов дается. Видите? Здесь вы можете сами себя проверить. Правильный вариант 8. Так, дальше. Следующее задание. Второе смотрим. Какие из планет находятся ближе к Солнцу? Здесь выбирают. Так, дальше. Следующее задание у нас. Третье. Толстый вопрос на соотношение. Вот видите? На соотнесение. И четвертое задание. Мы изображение поставили. Видите, здесь с выпадающим несколько вариантов. Значит, на 2 для ставки двух окончания, двух слов мы выбираем, например, правильный вариант. И дальше уже результат. Это чем хорошо? Вот смотрите, когда вы урок провели по Zoom, вы можете отправить заданием интерактивный урок дополнительно и формативные оценки поставить уже в Кунделик. Я сейчас вам покажу несколько уроков, где вы могли бы поставить, так, вторник, так, вторник, да? Давайте, понедельник возьму, понедельник, 5 Б. Здесь они уже домашнее задание выполнили, некоторые проверил, некоторые, значит, позже отправили. Вот мониторинг. Заходите на мониторинг, вот сегодня урок запланировали, значит, завтра с утра могу проверять. Вот 5 Б, Муратбек Нимкар всего 2 балла набрала, Жукаева 8, Ержан Кызырдина 9. Эти баллы я ставлю в Кунделик. Алтынбек Кызы 9, Нашпадия в процессе, говорит, Тулева Мира 9. И плюс, если по домашнему заданию ребенок получил 10 баллов, а здесь у него 2 балла или 8 баллов, я, конечно, высший балл ставлю, 10 баллов ставлю в Кунделик. Вот такие моменты по составлению интерактивных уроков и использования по формативному оцениванию. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Да, вот вы урок сохранили же. Я хочу сказать, как я сама ставлю. Вот урок мы составили. Вот открываю. Я другим путем немножко пошла, не с расписания в КТП, потому что если вы урок запланировали, но вы его еще не составили, заранее запланировали, что это ваш урок будет, вы его не составили, расписание онлайн-мектеба, оно будет плясать, прыгать. Поэтому
это неприятно каждый раз менять. Поэтому я вот составила урок, захожу, например, 5 или давайте 6, мы 6 ставим, это, в 6 класс заходим, например. В 6 класс заходим, 6 я, например, вот. Я поставила это. На сегодня я уже детям отправила урок свой. Сюда заходим на редактирование, ставлю свой урок интерактивный, выбираю мои, потому что я уже составила свой интерактивный урок. По шаблону вот эти все уроки мои интерактивные, столько уроков создала. И вот 75-й урок, например. Я этот урок ставлю на 9 апреля. Здесь я специально поставила 75-й, это правильный урок, и здесь мы до конца не доделали, это пробный урок, я его поставила на 9. Потом я завтра уже уберу другую тему. Теперь смотрим, вот в КТП поставили, заходим в расписание и смотрим на 9. 9 у нас пятница. Вот этот урок, что то, что мы ставили, стоит здесь. Вот, Солнечная система, переходим, чтобы посмотреть на сам урок, то, что мы только что с вами составляли. Вот, 4 задания всего. Здесь вот так можете посмотреть. У меня все, то, что я могла вам сегодня предложить. Если какие-то непонятные моменты будут, пожалуйста, обращайтесь. Могу индивидуально объяснить. Запись этого урока, запись сегодняшнего вебинара у нас будет, мы вам можем ее потом предоставить. Спасибо, Уралсун Жолдасбаевна. Все понятно, интересно. Пробуйте себя в конкурсе. Спасибо, Уралсун Жолдасбаевна. Вы можете в каталог уроков, вот урок составили интерактивный, сразу же можете на конкурсную, для участия в конкурс каталог уроков отправить. Или же там есть 2 вида уроков. Не участвует в конкурсе и участвует. Можете просто отправить для своих коллег. Уважаемые коллеги, спасибо, что вы были с нами. Я считаю, что вебинар прошел продуктивно. Мы еще раз повторяем, если кому что будут какие-то непонятные моменты, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда готовы вам помочь. Всего хорошего. Спасибо, что вы были с нами.